Так, всем добрый вечер, друзья. Как дела ваши? Сегодняшнюю тему я хочу затронуть для ребят, которые только-только выбирают вот эту сферу трейдинга, да. И хочу отметить то, что я буду говорить опять-таки на шало-казахском языке, чтобы было удобно и тем людям, которым больше комфортно, конечно же, я это прекрасно понимаю, но опять-таки я пока не в силах, да, отдельно записываю только на русском языке, отдельно записываю на казахском языке, поэтому буду, как бы говоря, разбавлять обеими языками. Поэтому давайте начнем. Сегодняшняя тема — это как вообще новичку заходить вот в эту сферу. Қазіргі кезде өздеріңіз байқаған боларсыздар, то что көптеген новичоктардың жалпы осы саланы таңдаудың себептерінің бірі ол соцсеттерден байқау. То есть мы замечаем в соцсетях активную рекламу, очень агрессивную рекламу, да, где просто нами пытаются овладеть, так скажем. Как это понимать, овладеть? У нас на самом-то деле есть такие, так скажем, закономерности в продажах, в манипуляции с людьми и так далее, когда, как бы говоря, вас выводят на какие-либо эмоции, да, то есть это хоть жадность болса, да, мысалға это келе ол қалай, допустим, сіздерді, допустим, роскошная жизнь, да, богатая жизнь, успех, быстрые деньги и так далее, вы попадаетесь на крючок, вас вызывает на эмоцию. Либо же в тех же самых соцсетях, там, рилсы, тиктоки, да, либо там өздеріңіз байқаған боларсыздар, вас ловят просто на каком-то, да, названии агрессивном, типа он сделал так-то, так-то, все, барлығымыз біз соған қызығып көргіміз келеді просто. А по сути ол жерде болмайтын нәрсе абсолютно. Это и есть маркетинг. В маркетинге задача — это вывести вас на эмоции, понимаете? И благодаря чему вам продать легче, вами манипулировать легче, вами контролировать легче. И этим пользуются абсолютно все компании, в том числе люди даже неосознанно. Ол жайлы білмейтін адамдардың өздері де неосознанно қолдануы мүмкін. Абсолютно все страны мира, да, абсолютно всегда и везде это используют. Допустим, соцсети, ТикТок, Инстаграм, YouTube, да, везде пытаются, как бы говоря, завлечь ваше внимание к себе. Поэтому что-то новое придумывают, да, и так далее, так далее, так далее. То есть это барлығы в совокупности взаимосвязаны с друг другом, и от этого мы не уйдем. Есть люди, которые этим пользуются, зная это, да, сейчас там розни есть между мужским полом и женским полом, пытается каждая сторона взять что-то больше в себе, допустим, да, и так далее. Либо же люди, которые просто, как дети ретінде, они же ноют, чтобы вы сделали что-то, что они хотят, чтобы вы их подняли на руки. Видите? То есть сейчас я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли. Задача любой компании, да, заключается в том, чтобы воспользоваться вами. Чтобы воспользоваться вами, нужно вас, в частности, вывести на какие-либо эмоции. То есть сізді эмоцияға шығару керек. Каким-то образом, без разницы. Это может даже быть в негативном образе, где до вас, да, условно говоря, достучались какие-то ребята на улице, да, и пытаются вас обманным путем, да, чтобы вы там разгневались, там драка и так далее, так далее. Это может все привести к плохим последствиям. Вот. Всегда у другой стороны есть в этом скрытый смысл, на которую мы, в частности, забиваем. Почему мы? Потому что попали под контроль эмоций. Таким же образом нам суют всякое в соцсетях и так далее, везде абсолютно, из-за чего новички, которые вот в сферу трейдинга заходят, новичок-то, смотря все это, подавляясь, так скажем, да, социальными статусами других людей, блогерами, которые пропагандируют всякое неправильное, и мы это постоянно еще и видим, на самом-то деле, в таргете, в рекламах, из-за чего мы хотим так же. Это нормальное явление. Нам схвативаемый мүмкін, да? И из-за чего мы принимаем решение на эмоциях заходить сюда. И не только сюда. Қалаған салаға біздің кіргіміз келіп кетеді. Сондықтан, как раз-таки ребята, которые заходят на эмоциях именно в сферу трейдинга, они попадаются под сильный удар, так скажем, да, от жизни, от этой сферы, от реальности, просто потому что они неправильно заходили вот в эту сферу. То есть изначально олардың осы салаға кірудің себебінің өзі было основано неправильно. То есть фундаменттің өзі нашар болған.
А как мы знаем, то что фундамент это для нас все, да? А егерде біздің фундаментіміз изначально нашар болса, в таком случае, конечно, мы не построим там, да, какую-то большую башню, да, если фундамент біздікі нашар болса, либо он обвалится в один день из-за астанинского ветра, либо же от алматинских там землетрясений, да, он рано или поздно может обвалиться, понимаете? Поэтому вы не построите какую-то большую башню, оно обрушится. Вы получите травму, допустим, да, мысалға айтып жатырмын, как это может быть в спорте, и вы бросите это, то есть вы потеряете время, самый ценный ресурс қазіргі заманда. Но мы и так его теряем, былай қарасаңыздар. Байқадыңыздар ма, алдыңғы жылдардан қараған кезде, да, біздің уақытымыз қазір өте жылдам өтіп жатыр. Неліктен? Соцсети. Мы попадаем под влияние соцсетей. Это краткосрочный дофамин, да, это быстрое удовольствие, это опять эмоции, это опять потеря времени. Все. Мы смотрим и следим за другими вместо того, чтобы смотреть и следить и заботиться о себе. Это все для меня как будто наркомания сейчас выглядит, честно говоря. И именно поэтому люди, которые заходят в целом на эмоциях в какую-либо сферу, это уже очень неправильно на самом-то деле, им будет немного тяжелее. Не немного, а достаточно сильно тяжелее, я вам так скажу. То есть, если вы новичок, который хочет выбрать сферу трейдинга, вашей причиной не должно являться, да, какое-то влияние извне. Это всегда чревато. Абсолютно. То есть это опасно. Сразу, даже егерде сіздер ең алдында на эмоциях солай қабылдасаңыздар, но вы так и не начинали, то есть у вас сейчас есть большая возможность изменить это. Именно поэтому новички, которые сразу же попадаются, да, так скажем, к правильным учителям, которые правильно обучают, правильно их систематизируют с самого начала, с момента формирования фундамента, допустим, да, у них, так скажем, прогресс будет гораздо короче и быстрее, и безопаснее, самое главное. А люди, у кого-то проучились, у них будет трудновато идти все в целом. Почему? Потому что там, во-первых, у них сложится негативный опыт, скорее всего. Почему? Потому что его вход в рынок трейдинга на эмоциях, это уже влечет за собой торговлю на эмоциях. Өздеріңіз естіген боларсыздар, скорее всего, менен басқа адамдардан. То, что бұл салада психология өте күрделі рөлді атқарады, да, эмоциялардың барлығы бізге өте үлкен кедергі жасайды деген секілді. Олардың барлығы абсолютно дұрыс айтады. Ал егер де ең алдында сіз уже негативный опытпен басқа адамға кірсеңіз, үлкен ақша төлеп, болмайтын ақпаратты алып, болмайтын инструменттерді алып, да, мысалға айта келе, ақыр соңында сіз, скорее всего, у вас не получится, потому что олар не салады стористеріне өздерінің. Из сотни людей, там, бір-екі адамның бір-екі күннің ішінде бір позицияда прибыль тапқаны ғана көрсетеді, и все. Это не результат. Результат то, что вы продолжаете этим заниматься без рисков, то есть снижая риски все время. Вот что результат. Не то, что вы в моменте один раз заработаете, это нам не интересно. Вы должны продолжать этим заниматься систематично, не тратя на это много времени, не рискуя своими деньгами, да, то есть, да, риски какие-то будут минимальные, там, 15 мың теңге деген секілді, но это же опыт, они так и так будут, в любом случае, в любой сфере, в любом традиционном бизнесе в том числе. Традиционный бизнес қараған кезде бұл салаға вход, как бы говоря, минимальный, да. Если вы хотите открыть шоурум, да, какой-то магазин одежды, там, понимаете, очень большие объемы нужны в плане денег, там, 5 миллион, 10 миллион деген секілді. Конечно, қиын, и риск ол жақта көп. Бірақ та трейдинг саласында ондай рисктерді біз сақтансақ болады. Дұрыс подход арқылы, бірақ та опять-таки, егер де сіз ең алдында тек қана на основе эмоций, да, эмоции откуда у вас возникли, чтобы побыстрее начать зарабатывать большие деньги. То есть это та же самая жадность, да. Именно из-за этого вы будете спешить во время принятия решений, во время торговли и так далее. Сіз, мысалға айта келе, бір күннің ішінде өте көп позициялар ашып тастауыңыз мүмкін, мысалға айта келе. Немесе необоснованный, некачественный решение қабылдау арқылы сіздің қолыңыздан особо торговля келмей кетеді. Бірақ та сіздің ақпараттарыңыз, біліміңіз өте жақсы болса да. Тек қана эмоцияның кесірінен өз-өзіңізді ұстай алмағандығыңыздан у вас торговля не будет идти вообще. То есть очень трудно будет в этом плане. Поэтому если вы хотите решить вот эти вот проблемы, да,
гораздо быстрее, это надо решать с самого начала, чтобы ваш путь сократился многократно, я вам так скажу. Я прям своим ребятам прям ругаю их, чтобы они внимательно слушали, внимательно записывали каждое мое слово, которое я им говорю. Вот. Сейчас таки бұл қазіргі видеода мен сіздерге кішкене поверхностно айтып кететін боламын, өйткені бұның барлығы негізінде өте күрделі темалар, өздеріңіздің көздеріңізді ашу мақсатында ғой негізінде, чтобы вы уже сохраняли с этого момента какие-то свои деньги и грамотно заходили вот в этот рынок. Это очень важно, ребята, критически важно, я это прекрасно видел, через меня прошли много людей, я консультировал сам больше 1000 людей, сам, чтобы вы понимали, по 20 минут, наверное, минимум. Поэтому менде понимание бар. Адамдар қалай шешім қабылдайды, неліктен шешім қабылдайды, қалай бұлай бұл салаға кіріп таңдаған себептері деген секілді, бұның барлығын мен өзім зерттеген болатын, поэтому мен сіздерге бұны дұрыс ретінде қылып түсіндіріп айта аламын. Қазіргі мен сізге беріп жатқан рекомендацияларым это то, чтобы вы заходили вот в этот рынок с правильным фундаментом. Правильный фундамент — это то, как вы заходите вот в этот рынок, с какими взглядами и с какими отношениями. То есть, опять-таки, да, взгляды у вас должны быть не такие, что краткосрочные, как нам пообещали в соцсетях, то, что все будет радужно, то, что вы начнете зарабатывать хорошие, быстрые деньги деген секілді болмау керек. Өйткені егер де сіз бұндай цель қоятын болсаңыз, опять-таки, жолда сізде өте үлкен кедергілер пайда болады, опять-таки, да, өйткені сіз өзіңізге ограничение қойып жатырсыз, период времени деген секілді. Егер де сіз өзіңізге дедлайн қоятын болсаңыз, бұл салада, либо же в любой другой салада дедлайн қоятын болсаңыз, в таком случае бұл сізге дополнительная нагрузка, өйткені дополнительная ответственность болғандықтан. А егер де сіз бұны еще басқа адамдарға айтып, соцсеттерге жариялап, то, что у меня такая цель сделать столько-то, столько-то, за столько-то времени десеңіз, конечно же, это будет для вас ответственность, это дополнительная нагрузка. Қиналасыз. Қиналғандықтан сіз не істейсіз? Асыға отыра шешім қабылдайсыз. Вы будете пытаться открывать за один день 5 сделок, 7 сделок, 8 сделок, да, и так далее. А чем больше вы времени тратите за графиком, чем больше вы времени наблюдаете даже, да, за графиком, то, конечно, ваша статистика в процентном соотношении будет только ухудшаться. То есть, опять-таки, қайталаймын. Көбірек уақыт графиктің алдында өткізіп, көбірек позиция табу мақсатында отыратын болсаңыз, с каждой сделкой, да, с каждой сделкой вероятность следующей сделки, то, что она отработает, будет падать. Понимаете? Негізінде ол бізде былай көріну керек. Вот так правильнее будет. То есть сіздің мақсатыңыз вообще бір күнде там одну позицию, 2 позиции потолок болса, либо 2 позиции стоп болса, все это для вас край болу керек. Конечно, с учетом рисков. Но сіздердің ойларыңызда не болу керек? Это не то, что вы должны там забирать каждое движение. Нет, да, рынок на самом-то деле бізге күнде күшті позиция, күшті возможностьтер береді. Но мы не роботы, мы торгуем только то, что мы видим и что понимаем, и что мы можем обосновать, да, то есть то, что гарантировано для нас самих, что мы видим, а не потом через время жалеть. Нет. Вообще сіз трейдер ретінде сізге мысалға айта келе айына 10% прибыль тауып отыру үшін сізге за целый месяц там 4-5 позицияны өзі жеткілікті негізінде. Всего 4-5 позиций, понимаете? Каждый из них примерно, давайте скажем, да, 2 плюс риск реварда. Плюс-минус. Но с такими позициями, с очень грамотными, с идеальнейшими сетапами, вы можете даже эти 10% сделать там за 2-3 сделки. Но мы что делаем? Конечно же, бұл жерде сіздің рисктеріңізге байланысты, қандай таймфреймде торговля жасағаныңызға байланысты и так далее. Допустим, егер менде внутридневная более как свинг торговля ретінде саналса позиция, я могу заложить 1,5-2% риска с риск-ревардом 2 к 1 или даже 3 к 1. То есть, понимаете, почему я там буду уверен? Потому что если вы как человек, да, как трейдер уже имеете какой-то опыт в торговле, вы прекрасно понимаете, иногда у вас возникает такое, то, что вы видите идеальнейшую ситуацию, прям, знаете, идеальнейшую. Торговля жасаған кезде сондай ситуациялар возникать етеді. Самая простая, самая понятная и идеальная, гарантированная. Ол жерде сіздің вин-рейтіңіз около 90, там, 95% болуы мүмкін.
Вот ваша задача как раз-таки дожидаться вот этой вот идеальности. Но мы из-за своих внутренних побуждений и желаний быстрее заработать, да, все деньги этого мира из-за спешки, которая, возможно, возникает из-за внешних обстоятельств, да, то, что вам срочно деньги нужны, это вам не поможет. Чем больше и быстрее вы хотите достигнуть этой цели, эта цель будет, наоборот, избегать вас. Всегда. Мысалға келе. Представим то, что вы увидели какую-то самую милую кошку, да, в своей жизни на улице. Вы стоите здесь вот. Как вы думаете, если вы, сломя голову, побежите к этой кошке, что она сделает? Она убежит, понимаете? Она не даст себя погладить. Вы не достигнете своей цели. Точно так же можно привести пример в отношениях. Когда вы очень сильно головой прям страшно влюбляетесь в человека, чаще всего, да, другая сторона, как бы говоря, понимает. Это, знаете, есть такая книга, не хочу озвучить, но там прописано, получается, все поведенческие паттерны и мужчины, и женщины. Когда человек чересчур в вас влюбляется, вы понимаете то, что вы уже имеете право, как бы говоря, особо не стараться. Вы достигли своей цели, и вы, как бы говоря, уже внутри себя понимаете то, что это не самец, так скажем, первого ранга, да? А женщина, кого они хотят? Самца. Тестостеронового, грамотного, мощного, сильного. Это в частности те, которые, возможно, отшивают их. Да? Почему не прямо отшивают, не берите прям в свой счет мысалға айтып жатырмын, чтобы вы поняли это вот даже с такой точки зрения. Да? Они ищут того человека, за которым они не боятся стоять. Для этого мужчина должен вести себя как мужчина. А когда вы, допустим, головой уходите в другого человека, другой человек будет понимать то, что ага, он сделает все, что я захочу. Это не тот человек, которого я хочу. Они хотят видеть мужчину в мужчине. И то же самое наоборот с девушками. То есть если парень тоже чересчур, то есть если девушка тоже чересчур головой уходит вот в этого человека, то есть тот же самый парень точно так же будет отталкиваться, скорее всего. Но здесь уже чуть меньше, да, с обратной стороны. Это тоже доказано, есть статьи, но не хочу озвучивать прям автора, книгу, да, но это прям расписано. И это абсолютно нормально. Так заложено, так скажем, с самого начала. Не представляете, насколько с самого начала. Вот, то есть мы поняли, то, что чересчур, если мы сильно хотим этого, это от нас будет убегать. То же самое, чересчур, если вы хотите торговать, да, с целью того, чтобы быстрее заработать, то вы потеряете. Допустим, пример. Получается, с прошлой недели, с 23-го, давайте скажу, вот с четверга, 24 числа, получается, мы попали в зону консолидации на инструментах ключевых, на которых я торгую. Это по Еврику, по Галде в основном. Мы видим то, что мы застряли, да, в очевидном консолидации. Консолидация, рейндж, боковик, флэт, без разницы. Все это одно и то же. Сейчас все пытаются только усложнять торговлю. Это максимально тупо и глупо, когда я особенно слушаю все эти моменты. Вот, я, получается, что делал? Я брал свинг-позицию как-то таким вот образом до сюда, но потом я перезаходил, я усложнял свою торговлю, проторговывал эти моменты, но хотя изначальные мои планы были такие, то что я брал вот эти две позиции. Но я не реализовал эти две позиции. Почему? Из-за того, что я, во-первых, попал под влияние внешних факторов. Это люди, которых я тоже уважаю в сфере трейдинга. Я рассмотрел их идею. Да, они имеют место быть, но как итог, все, что я предполагал, я это показывал в реальном времени своим ученикам, своим ребятам. Они тоже вместе с нами это брали. Но кто-то вышел, кто-то заглупил, кто-то что-то усложнил и так далее. Да? То есть тоже внешние факторы на них повлияли. Опять-таки, вот видите, как это все взаимосвязано. Другой момент. Во время этой консолидации многие ребята, да, допустим, мы видим очевидные лои, докуда хотим, это еще у нас недельный имбаланс. И ETL тоже является. Соответственно, когда мы видим такие лои, мы хотим их зашортить.
мы хотим их зашортить там, возможно, здесь, возможно, мы их хотим зашортить здесь, да, условно говоря, примерно таким вот образом. Но почему мы хотим шортить? Давайте подумаем. Да, цели обоснованы, но опять-таки мы застряли в консолидации, вы прекрасно уже вот в этот момент понимаете, особенно вот в этот момент, вы понимаете то, что рынок себя очень плохо ведет. Есть факторы в обе стороны. Данный хай, да, оно хорошо образовалось, но внутри дневного таймфрейма оно тоже является для нас внутренней ликвидностью, 4-часового таймфрейма больше. Вот, поэтому можно было ожидать, и вполне себе вот такое движение было бы в разы привлекательнее такое видеть, но, к сожалению, этого не дали. Я зациклился на более старшем таймфрейме, я усложнил свою торговлю, я пытался торговать вот в это время, в то время, когда не стоило торговать. Из-за чего, как бы говоря, я здесь плохо торговал. Здесь я уже все отработал идеальнейшим образом по Геру, по Голде и здесь тоже. То есть только после выхода решение какое было? Просто пропустить эту неделю. Это неделя или 2 недели примерно прошло, да? Ваша задача просто уметь пропускать такие ситуации на рынке. То есть, опять-таки, в любом случае, Казмен разнобой, айтып жатырмын бұның барлығын негізінде, бірақ та все равно, я думаю, считаю, что это все полезно будет для вас. Вот. У нас есть факторы, которые подтверждают теорию цикличности. Можете прямо загуглить, поискать. Там тоже статей дофига насчет этой темы. Оно повторяется у нас не только в жизни, то есть в биологии абсолютно везде оно повторяется. У нас есть рост, падение, рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция. Рост не происходит без коррекции, коррекция не происходит без этого роста, соответственно. То же самое падение, коррекция. Мы видим обычную структуру. Мы видим вот эти вот дилинг-ренджи, да, как еще любят говорить. Это наши свинги. Надо уметь их правильно определять в самом торговле, в прайс-экшене. Вообще многие люди, которые вот торгуют это все, да, они не умеют их правильно определять, но это очень важно, прям критически важно, как я считаю. Вот. Это не просто максимум или минимум, который вы отметили. Нет, это гораздо глубже, ребята. Если вы правильно сможете определить, вы уже решили там больше 50% всей проблемы вашей торговли. Окей, то есть мы поняли то, что у нас не может происходить рост без коррекции. Да? Мы понимаем то, что опять-таки вспоминайте, почему в какое-то время вы можете идеально проходить свои проп-счета. Это только в хороший период, но сливайте тогда, когда получаете фанды. Это плохой период. И это не фактор того, то, что вы именно только получили там аккаунт, именно у вас проблема в психологии ганаймес, то, что вы получили счет под управление. Нет, там тут тоже есть другие невидимые проблемы, о которых я хочу с вами поговорить уже на следующем видеоролике. Именно они являются для вас преградой, почему вы не можете пройти на следующий этап, на следующий уровень, да, заработка, торговли, умения и так далее. То есть эти невидимые проблемы, почему они невидимые? Просто потому, что мы не придаем им большой значимости. Мы думаем, что ой, фигня. То есть мы не придаем, из-за чего мы много ошибаемся. Мы не ощущаем их в моменте, но они, как бы говоря, очень большое влияние на нас делают. По итогу мы просто в круговороте, да, вот это вот сансара, так скажем, ничего не получается, но вроде умеем, все вроде как делаем правильно, но одни и те же проблемы, мы сталкиваемся с ними. Каждый раз ничего не меняется. С этими проблемами, с этими темами я уже с вами ознакомлю уже на следующем видеоролике. Окей, мы поняли то, что ограничение по времени, ответственность, это все является для нас нагрузкой, да, то есть опять-таки фундамент, наша основная задача, как заходить вот в эту сферу, заходить с правильным фундаментом, то есть это ваши взгляды. Они не должны быть с каким-то ограничением по времени, по заработку и так далее. То есть вы должны на это смотреть в долгосрочной перспективе. Өйткені егер де сізде долгосрочная перспективада цель қоятын болсаңыздар, в таком случае қазіргі кезде сіздер асықпайсыздар. То есть сіздің мақсатыңыз там 2 айдың ішінде там миллион теңге табу емес. Вам на это все равно, потому что у вас, возможно, то есть цель за 2 года прийти к какому-то уровню, да?
Да хотя бы 1 год ставьте, господи. Но я говорю, ставьте хоть 4 года, 5 лет, 10 лет, даже всю жизнь в СНДР вообще идеально. Но в целом это психологический трюк, который облегчает вам ваш путь просто на самом-то деле. Это не означает то, что егер де сіз өзіңізге 5 жыл ішінде жетістікке жетем деген цель қойсаңыз, вы обязаны 5 лет работать. Нет, это совсем не так. Когда вы просто себе ставите долгосрочную цель, в моменте вы не будете спешить вот здесь, понимаете? Ваша задача идти шаг за шагом, принимая правильные решения. Да, где-то будут провалы, но вы не рискуете какими-то большими деньгами, да, копейки там. А возможно, вы потихонечку уже выходите на хороший доход, да, но опять-таки вы не спешите с какой-либо ответственностью, да, то, что вы должны стать миллионером, миллиардером. Нет, вы никому не пытаетесь ничего доказать, вы просто скромно занимаетесь этим дополнительно от своей работы, от своей учебы. На это не нужно много времени вообще. Когда у вас есть знания, білімдеріңіз бар кезде, вы как торгуете? Вы просто наблюдаете за графиком, и все. Это ваша работа. Понимаете? То есть на телефоне посмотрели, минут 5 закрыли. Нету той ситуации, которую мы бы хотели забрать, да, в позицию, смысла нет заходить. На этом ваша торговля. То есть вот к чему вы должны стремиться и таким вот образом развиваться в этой сфере. Вы не спешите. Когда вы ставите большую цель, у вас нет ограничений, вы не рискуете лишний раз, вы очень грамотно, систематично продвигаетесь по вашему пути. И в частности, не в частности, а всегда вы быстрее достигаете людей, которые себе ставят там 3 месяца, там 6 месяцев, деп цель қоят адамдар бар ғой, которые ставят себе цели. На самом-то деле они будут развиваться 3 года, возможно, а этот, возможно, 5 лет. Кто знает? Да? Вы гораздо быстрее будете развиваться, чем они. Потому что у них психологических проблем, траблов в эмоциональном плане очень много. Если только они не вундеркинды какие-то. Вот, то есть это очень редко, опять-таки. Этот момент мы поняли. То есть, возможно, вы добьетесь цели за 4 месяца, за 3 месяца, хоть за месяц, хоть за полгода, без разницы. Но поймите то, что нету такой сферы, где вы можете быстро, да, достигнуть каких-то колоссальных результатов. Колоссальные быстрые результаты — это только там, где есть большие обманы, либо очень большие риски. А большие риски мы туда не лезем. Большие риски — это всегда как казино. Хоть вы, допустим, загорелись открыть какую-то кофейню, но у вас нет ни опыта, ни знаний, но есть 5 миллионов, допустим, да? Вы захотели открыть 95% то, что вы закроетесь в течение нескольких месяцев. Вот. Понимаете? Это прям так показано. Тоже многие вам так и скажут. Но там риски 5 миллионов, а тут там 10-15 тысяч тенге в месяц. Это если вы грамотно будете подходить, а возможно не будете вообще ничего терять, вам даже не обязательно что-либо вкладывать. Даже первые полгода абсолютно вы без каких-либо рисков можете грамотно здесь развиваться. Даже у меня есть люди, которые просто привлекали инвестиции, либо же получали пропы, да, минимальные, где проп экзамены на получение финансирования на 2-5 тысяч долларов стоят около 8 тысяч тенге. Это как один раз покушать, да, в какой-нибудь кафешке на одного человека. При этом они могут достигать колоссальных результатов после выплаты от тех сумм, которые они получили. Они дальше получают на 5 тысяч, на 10, на 20, на 100 тысяч долларов могут получать управление. Вот, то есть план развития здесь может быть очень грамотно построенным и без рисков. То есть, да, roadmap мы вам можем выдать. Этот момент мы поняли, что-то ролик, честно говоря, затянулся. Второй момент сразу скажу тогда. Ваши взгляды и ваши отношения, то есть опять-таки риски. Вот о чем я вот последние 5 минут вам говорил, это риски. В первую очередь вы не должны думать вообще о деньгах, да, опять-таки, потому что вашим приоритетом является контроль риска. Понимаете, любой крупный бизнесмен, инвестор, да, если вы к нему придете, ему очень важно, чтобы вы сохранили в первую очередь его деньги, а не увеличили. Это первостепенно. А только после того, как человек убеждается в том, что это безопасно, он может вкладывать хоть любые деньги. Понимаете? Вот.
То же самое. Во время торговли вы будете сталкиваться с кучей проблем, с кучами вопросами и так далее. Допустим, вы, возможно, прекрасно будете понимать ситуацию на графике, но будете ощущать какие-то сомнения, непонятность рынка. Как, допустим, вот здесь было. Чтобы грамотно проторговать консолидацию, да, надо иметь хороший бэкграунд и опыт. Но если вы не имеете опыта, если вам непонятен ситуация или график на рынке, да, что вы должны делать? Вы просто дожидаетесь понятности. То есть вы должны дождаться выход за максимум либо минимум данного диапазона. Вот и все. Вот и все. Когда вы понимаете четко, да, ключевое направление, ключевые цели, вы прям вникли в это, то, конечно, вы можете заходить вот в это, вот в эту позицию и так далее. То есть, как инвестор думает, он же будет заходить, так скажем, да, в проекты, где он сам понимает и разбирается в этом, да. То же самое и здесь. Мы должны заходить в позиции, которые мы идеально будем понимать. Ключевой момент – понимать. Вот и все. Но новички с кучами вопросами в голове, мысалға, да, не понимая до конца ситуацию идеально, но вроде как и достаточно, как они будут защищать свои убеждения в голове. Они будут пытаться заходить на каждую вторую позицию, которую рынок в целом дает. Но они-то в голове понимают, что вот в этом анализе есть какие-то косяки. Но они не будут достаточно внимания обращать на них. То есть они будут игнорировать это. Пытаясь защитить то, что я все правильно сделал, деп. Но по итогу так, когда получают 100, блин, зачем я так сделал, деп өздерін кінәлап жүреді ұзақ уақыт бойы. Таким вот образом у них ничего не получается, потому что пару стоп-лоссов получают, потом они же и так изначально на эмоциях были правильно, пару стоп-лоссов получили, они запустили у себя в голове вот эту вот цепочку негативных эмоций, которые влекли за собой жадность, страх, апатию, какой-то стресс, депрессия, мүмкін. Почему? Потому что они затупили в самом начале, неправильно заходили вот в этот рынок. Усложнили себе жизнь, крайне усложнили торговлю, усложнили свой анализ, пытаются заработать быстрее деньги, да, они гонятся за этим, а мы понимаем то, что чем больше и быстрее вы гонитесь за этим, оно от вас наоборот убежит в обратном направлении. То есть вы не достигнете таким вот образом цели. Трейдинг, торговля в целом, она не сложная по сути. Это мы сложные, это мы являемся главной преградой вот в этой сфере. Понимаете? И на этой ноте я хочу закончить. Да, возможно, немного нелепо заканчиваю, но задумайтесь об этом. Пожалуйста, ради вас, ради себя самого. Или ради меня, да, который пытается вам хоть чем-то помочь. Я пытаюсь и на казахском, и на русском, чтобы всем помочь, но опять-таки моя цель, в частности, помочь казахстанским ребятам, которые развиваются вот в этой сфере. Да, возможно, немного некачественно как-то получаются мои записи и так далее, либо вы видите просто графики и слушаете то, что я говорю. Но это я говорю из чистого сердца, с правильными намерениями, с целью вам помочь. И я хочу уже более серьезно заняться Ютубом, чтобы раскрыть вам все эти моменты, все свои мысли, да, потому что очень много людей меня об этом просят, я то исчезаю, не придаю этому большую значимость, чтобы, да, все это отснимать. Но если вы будете давать мне классную обратную связь в комментариях, в Телеграме, в Инстаграме, я буду только рад и буду гореть тем, чтобы что-нибудь еще вам что-то записать. Буду разгонять все темы для новичков, чтобы вы как заходили, ну, имеется в виду, как правильно заходить вот в эту сферу, на что вы должны обращать, потому что я прекрасно понимаю, насколько сейчас в интернете, да, распространено информационный шум. Ради этого мы писали статьи, да, и так далее. Вы можете, как бы говоря, их всех получить, написав мне директ в Инстаграме, напишите. Нурлан, ну окей, статья напишите мне в Инстаграм, в директ, вот мой Инстаграм, и получите доступы, да, на эти статьи. Вот. Все. В целом, брат был вам помочь. Будем на связи. В течение 3-4 дней постараюсь вам записать уже следующий этап, что вам делать, как вам делать, и потихонечку перейдем на сами анализы. Но опять-таки это не прям быстро будет, поэтому надо учиться, да, терпению.